Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на нашем уроке. Тема урока – выражение с переменной. Сегодня на уроке вспомним, как называются неравенства, которые содержат неизвестное число. Научимся находить неизвестное число методом подбора. Девиз урока. Урок математики дает нам понять, что мы умеем и что должны знать. Сегодня на уроке мне будут помогать Чебурашка и крокодил Гена. На прошлом уроке мы повторяли сложение и вычитание в пределах 100. Гена и Чебурашка приготовили примеры, которые вы должны решить без ошибок, применяя алгоритм сложения и вычитания двузначных чисел. Пример нам приготовил Чебурашка. Первое слагаемое 40, второе слагаемое 15. Чему равна сумма? Правильно, 55. Следующий пример от Гены. Чему равна разность чисел 52 и 10? Отлично, 42. Чебурашке интересно, чему равна разность, если уменьшаемое 27, а вычитаемое 13? Молодцы, 14. Гене интересно, можете ли вы найти сумму чисел 20 и 10? Хорошо. 30. Вы отлично справились с заданием. Постарайтесь вспомнить, что значит вычислить выражение удобным способом. Правильно. Мы можем применить сочетательное и переместительное свойства сложения. То есть мы можем менять слагаемые местами, как нам удобно. Нам удобно сгруппировать числа так, чтобы при сложении двух чисел получилось круглое число. Чебурашке интересно, как решить выражение 3 плюс 15 плюс 27 удобным способом. Рассуждаем. Группируем первое слагаемое и третье. К 3 прибавляем 27. В сумме получаем круглое число 30. Затем к 30 прибавляем второе слагаемое 15. Получаем 45. Следующее выражение. 13 плюс 9 плюс 61. Рассуждаем так. Группируем второе и третье слагаемые. К 9 прибавляем 61. В сумме получаем круглое число 70. Теперь к 70 прибавляем первое слагаемое 13. Получаем 83. Гене стало интересно, как мы сгруппируем числа в выражении.
10 плюс 26 плюс 50. Группируем. Первое слагаемое 10 группируем с третьим слагаемым 50. Получаем круглое число 60. И к 60 прибавляем второе слагаемое 26. Получаем 86. Молодцы, ребята. В следующем задании нам предлагают найти значение выражений. Но не просто их решить, а заполнить пустые клетки. Итак, в пустые клетки надо вставить числа. Рассуждаем. Уменьшаемое 56. Вычитаемое неизвестно. Разность равна 6. Вспомним. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность. Значит, из 56 вычитаем 6. Получаем вычитаемое 50. Первое слагаемое 22. Второе неизвестно. Сумма равна 30. Применяем правило. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Значит, из 30 вычитаем 22. Получаем второе слагаемое 8. Дальше, применяя правило нахождения неизвестного слагаемого, из 25 вычитаем 15. Получаем второе слагаемое 10. Применяя правило нахождения неизвестного вычитаемого, из 90 вычитаем 85. Получаем вычитаемое 5. Молодцы! В математике вместо пустых клеток неизвестные числа обозначают чаще всего латинскими буквами А, Б, С, Д, Х, Y. Например, 5 минус х. Как вы думаете, как можно назвать выражение, в котором вместо числа пишем букву? Запомните, выражения, в которых вместо числа пишем букву, называются буквенными выражениями или выражениями с переменной. Давайте рассмотрим пример. 5 минус х. Какие числа можно поставить вместо х? Хорошо. Это числа 0, 1, 2, 3, 4, 5. То есть все числа меньше или равные 5. Можно поставить число 6? Нет, так как число 6 больше 5. Найдем значение выражений с данными числами. Запишите. 5 минус х при х равное нулю получается выражение 5 минус 0
равно 5. Далее, при х равном 1 записываем выражение 5 минус 1 равно 4. При х равное 2 5 минус 2 равно 3. При х равное 3 5 минус 3 равно 2. При х равное 4 5 минус 4 равно 1. И при х равное 5 5 минус 5 равно 0. Какие же действия надо выполнить, чтобы найти значение выражения с переменной? Для этого вам Шапокляк предлагает запомнить алгоритм. Первое. Прочитать выражение. Второе. Записать выражение. Третье. Поставить значение буквы в выражение. Четвертое. Вычислить полученное выражение. Как вы думаете, почему буквенные выражения называют выражениями с переменной? Буквенные выражения называют выражениями с переменной потому, что буква принимает разные значения. Чебурашка нам предлагает найти значение выражения с переменной, пользуясь алгоритмом. Придерживаясь алгоритма, найдем значение выражения с переменной. Первое. Читаем выражение 20 плюс а. Второе. Записываем выражение. Третье. Подставляем значение а в выражение. А равно 10, а равно 15, а равно 50. Вычисляем полученное выражение. Если а равно 10, то получим выражение 20 плюс 10 равно 30. Если а равно 15, получим выражение 20 плюс 15 равно 35. И если а равно 50, получим выражение 20 плюс 50 равно 70. Молодцы, у вас все получилось. Гена хочет узнать, можно ли применить этот алгоритм для нахождения разности. Первое. Читаем выражение 14 минус b. Записываем выражение. Подставляем значение b в выражение. Вычисляем полученные выражения. Если b равно 5, получим выражение 14 минус 5 равно 9. Если b равно 8, получим выражение 14 минус 8 равно 6.
Если b равно 10, получим выражение 14 минус 10 равно 4. Мы доказали, что в двух случаях мы используем один алгоритм. Чебурашка предлагает нам решить задачу. Читаем условия задачи. Для отделки коридора купили А рулонов обоев. Их не хватило. Докупили еще 5 рулонов. Сколько рулонов обоев купили? Это простая задача или составная? Молодцы. Простая. Решается одним действием. В чем особенность этой задачи? Отлично. Это задача с переменной. Решением такой задачи является буквенное выражение А плюс 5 с переменной А. Вместо А мы можем подставить любое число. Крокодил Гена, посмотрев, как мы легко справились с задачей, решил усложнить задание. На первом этаже 12 квартир, на втором 16. Из них Х квартир полностью готовы к заселению. Сколько квартир необходимо отремонтировать? Это простая задача или составная? Молодцы, составная. А составную задачу можно решить выражением. Составляем выражение. Из суммы чисел 12 и 16 вычитаем х. 12 плюс 16 равно 28. Это число квартир на 2 этажах. И минус х. Число квартир, готовых к заселению. Какие числа можно поставить вместо х? Молодцы! Все числа от 0 до 28. Наш урок окончен. Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданиями. Теперь подумайте, где в жизни вам могут пригодиться полученные сегодня знания. До свидания, ребята! До новых встреч!